Глобальное культурное обновление. Так емко можно сказать о преображении учреждений культуры региона. За 10 лет в Коми построено 13 объектов. Еще 60 капитально отремонтировали. Это библиотеки, дома культуры, детские школы искусств и музеи. И на какой муниципалитет не посмотришь, всем есть что показать. Алена Ладыгина о символах развития. Шумно, пыльно, но так долгожданно. Режим ожидания 6 лет. Столько капитального ремонта ждали в Сыктывдинском районном доме культуры. Сначала готовили проект, потом искали деньги. И вот, наконец, подрядчик вышел на объект. Стартовали в апреле 23-го. Сдать объект должны уже в декабре. Стоимость контракта – 46 миллионов рублей. Львиная доля – средства нацпроекта «Культура». Будут учтены моменты по террористической, по пожарной безопасности и обязательно по доступности для людей с ограниченными возможностями, потому что сейчас наш объект в этом плане пока в минусе. Витраж весь будет заменен, потому что он уже старый, уже пора. Ну и, соответственно, фасад будет утепление фасада и обшивка. Здание засияет в новых цветах. Разные объекты, разные объемы работ и источники финансирования. Цель одна – привести в порядок все культурные объекты республики. Региональная программа развития культуры и туризма в этом году пришла в Ударский район. Провели ремонт в зрительном зале Усогорского центра культуры и досуга. Отремонтировали кровлю в Благоевском доме культуры. На обновление 2 учреждений направили больше 4 миллионов рублей. В обновленные стены переезжают и сотрудники Дома культуры села Кирчомья, что в Усть-Куломском районе. Первыми после ремонта порог переступили библиотекари. Раньше книгохранилище было на 2-м этаже. Теперь в свободных помещениях сделают краеведческий музей. Не узнать и главный концертный зал. Архитектурное здание Наш Дом культуры отличается от других. Большой, красивый, статный. И у нас очень много мероприятий проходит. Начиная с 60-х годов всегда много было всего у нас. К нам приезжал Валерий Леонтьев, Валентина Есева, артисты из филармонии и драмтеатра. И пусть наш Дом культуры и дальше развивается. Пусть люди работают и люди отдыхают. На ремонт Дома культуры в Кирчомье направили чуть больше 5 миллионов рублей. В своей очереди ждут и другие объекты культуры Усть-Куломского района. Последние 2-3 года все-таки понимаем, что правильнее вкладывать деньги в 1, в 2, максимум в 3 учреждения в 1 год. Потому что когда средства распыляются, эффекта нужного нет. И вот мы таким путем пошли, мы кардинально смогли преобразить Югдиякский дом культуры. Это очень активные у нас учреждения, активные коллективы, работающие там. Следующим шагом был Зимстан, деревянное здание с протекающей кровлей. Вот мы поэтапно за 3-4 года его привели в порядок сегодня. Это одно из самых таких уютных, красивых помещений. Ремонтировать нельзя, только строить новый. Так в Сысольском районе в деревне Горьковская в 2020-м началось возведение социокультурного центра. События этого ждали 500 местных жителей. Правда, для этого районным властям пришлось провести большую работу. Это и проведение изысканий 4 видов, и сам проект, подготовка проекта, и вынос электролинии, и вот такие на такой вид. То есть местный бюджет для подготовки проектно-сметной документации понес затраты где-то в районе 2,5 миллионов рублей. На само строительство выделили почти 40 миллионов рублей. Сегодня здесь кипит культурная жизнь горьковчан. После открытия, конечно, посещаемость стала больше, потому что старый деревянный дом культуры, он был в достаточно ветхом состоянии и не мог просто даже по своей площади принять достаточное количество людей. Свой социокультурный центр теперь есть и у жителей Вуктыльского подчерья. На его строительство из 3 источников направили 34,5 миллиона рублей. Вместо аварийного здания с полувековой историей теперь здесь есть современный объект с многофункциональным зрительным залом на 49 мест, библиотекой, кабинетом для кружков. А еще в Вуктыле ждут свой передвижной автоклуб. Сегодня такие уже колесят по дорогам Усть-Куломского и Прилузского районов. С гастролями выезжает и республиканский образцовый детский коллектив «Орион». Современное мобильное оборудование помогает артистам сделать хорошее представление и за пределами родной сцены. Технический комплекс оснащен грузовым отсеком для перевозки оборудования, а генератор обеспечит бесперебойную работу аппаратуры на любой площадке.
В автоклубе есть музыкальная аппаратура, световое оборудование, потому что, чтобы подготовить и показать качественное мероприятие, мы без света и звука ничего не сможем сделать. Но и самое главное в автоклубе – это сборно-разборная сцена, которую мы можем поставить рядом с автоклубом. Туда установить экран, который также есть в комплектации, и светодиодный прожектор. Есть ноутбук, есть антенна, которая будет ловить интернет. Троицко-Печорск станет еще одним муниципалитетом, где в этом году появится такой автоклуб. Обновления не передвижные, а стационарные. До конца 2023-го финишируют еще в 5 муниципалитетах. В Сыктывдинской Пажге завершится строительство социально-культурного центра. Капитальные ремонты будут выполнены в Воркутинском краеведческом музее и музейно-выставочном центре Усинска. Преобразится фасад здания Печорского историко-краеведческого музея. Озвучили в региональном Минкульте и приоритетные планы на ближайшие годы. Так, новые дома культуры должны появиться в поселке Первомайский Сысольского района и Ижемском Щильяюре. Ждут современный ДК и в Карткировском Старожевске. Проектно-сметная документация готова. Примерная стоимость будущего объекта – 96 миллионов рублей. Сегодня Дом культуры располагается в здании бывшей церкви. Постройке больше 100 лет. Фундамент трещит по швам. Жители уже ждут социокультурного центра с 2014 года, когда мы впервые были озвучены, что будет строительство Дома культуры. К сожалению, его нет, да, но сегодня в данном здании располагается наша библиотека центральная, куда ходят не только старшее поколение, но и дети, и Дом культуры. Достаточно часто проводятся концертные мероприятия. Сегодня в региональном Минкультуры на постоянной основе мониторят ситуацию в регионе и распределяют финансирование так, чтобы в каждом районе республики были качественные и современные объекты культуры. Так уже в будущем 2024-м нацпроект «Культура» с капитальными ремонтами ждут в селе Кипиево Ижемского района, в Визябоже Карткировского, а также детская школа искусств в Емве.